Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана провел очередное заседание правительства. Россия передала около 500 учебников морской средней школе Туркменбаши. Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с представителями Всемирного банка и другие новости. Президент Сердар Бердымухамедов провел очередное заседание Кабинета министров. В ходе заседания глава государства подписал указ о присвоении почетного звания Намяхри многодетным матерям, а также обсудил с правительством ряд важных вопросов. В Бехерденском и Трапе Ахалского вилаята Туркменистана успешно завершены строительно-монтажные работы на новом заводе по производству керамических декоративных плит и изделий из санфаянса. Предприятие рассчитано на выпуск 3,3 миллионов квадратных метров керамической плитки и 120 тысяч единиц санфаянсовых изделий в год. Международный форум «Инвестиции в будущее Туркменистана» и выставка, посвященная 17-летию образования Союза промышленников и предпринимателей, пройдут в Ашхабаде с 17 по 19 марта. О предстоящих событиях рассказал вице-премьер Нокер Атагулыев. Вице-премьер Байрамгуль Ораздурдыева доложила, что 7-8 апреля этого года в Международном учебно-научном центре Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана состоится 12-й туркмено-германский форум по здравоохранению, который будет организован в цифровом формате. Встречу с вице-президентом Всемирного банка провел национальный лидер туркменского народа, председатель Халк-Маслихаты Гурбангулы Бердымухамедов. Была подтверждена готовность Туркменистана к расширению взаимовыгодного сотрудничества с Всемирным банком и рассмотрению его конкретных предложений по участию в реализуемых проектах в области создания транспортных коридоров. Президент Сердар Бердымухамедов принял вице-президента Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Антонеллу Бассани. В ходе встречи подчеркивалось значение расширения взаимодействия с зарубежными партнерами в реализации в Туркменистане экономических реформ, в частности, активизация отношений с авторитетными международными финансовыми и банковско-кредитными учреждениями. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил президента Сердара Бердымухамедова и весь туркменский народ с наступлением месяца Ораза. По его словам, священный месяц Ораза – это время, когда ярко проявляются великие ценности нашей религии, такие как доброта и гуманизм, милосердие и щедрость. Мы выражаем бесконечную благодарность Всевышнему за то, что наши народы встречают этот благословенный праздник в единстве, согласии и взаимопонимании, добавил президент Узбекистана. Шавкат Мирзиёев пожелал Сердару Бердымухамедову и членам его семьи крепкого здоровья, счастья и больших успехов в ответственной деятельности, а братскому народу Туркменистана мира, постоянного прогресса и благополучия. В рамках развития российско-туркменского сотрудничества в области образования морской средней профессиональной школы Агентства транспорта и коммуникации при Кабинете министров Туркменистана было передано в дар около 500 экземпляров учебно-методических пособий и научно-популярной литературы на русском языке. Компания Microsoft официально подтвердила информацию о прекращении работы мессенджера Skype в мае 2025 года. В корпоративном блоге Microsoft пояснила причину своего решения стремлением упростить использование бесплатных сервисов связи и легче адаптироваться к потребностям пользователей. Компания предлагает пользователям Skype плавный переход на платформу Microsoft Teams. В Вене стартует необычный социальный эксперимент. 40 семей согласились на 3 месяца отказаться от использования личных автомобилей. В этот период они будут активно использовать альтернативные способы передвижения – общественный транспорт, велосипеды и каршеринг. Участники получат финансовую компенсацию в размере 500 евро ежемесячно для покрытия транспортных расходов. За ходом эксперимента будут внимательно следить ученые из Венского университета, которые разработали специальное приложение для сбора данных. Через него и регулярные опросы исследователи проанализируют, как меняются транспортные привычки горожан и какие финансовые затраты сопровождают эти изменения. Сборная Туркменистана по хоккею одержала разгромную победу над Люксембургом в своем первом матче на юношеском чемпионате мира в 3-м дивизионе группы «Б». Встреча, прошедшая в Бангкоке, завершилась со счетом 8-2. В составе туркменской команды 6 шайб оформил Султан Хамид Вахитов. Еще по голу забили Шохрат Беглиев и Искандерхан Дурдыев. Турнир проходит с 28 февраля по 6 марта в Таиланде. Борьбу за путевку в 3-й дивизион группы А ведут команды Боснии, Узбекистана, Таиланда, ЮАР и Люксембурга. Сегодня, 1 марта, подопечные Мелиса Кулиева сыграют с Таиландом. Встреча начнется в 18:00 по ашхабадскому времени. На сегодня это все. Со всеми новостями вы можете ознакомиться на сайте turkmenportal.com и на наших официальных страницах в социальных сетях, а также на Билет Видео. Всего вам доброго и помните, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.